Взрывные работы на водоемах провели еще в 2 муниципалитетах Башкортостана. Подготовка к паводку продолжается в Илишевском районе на реке Сюнь и в Белорецком на реке Большой Инзер. Это превентивные мероприятия, которые проводят вблизи населенных пунктов, чтобы не допустить их затопления в период весеннего половодья. Подробнее о том, как и зачем взрывает лед на реках, расскажет Полина Затолокина. Чтобы сделать одну лунку, нужно просверлить около 40 сантиметров льда. Андрей Лаптев не любитель зимней рыбалки, а командир группы подрыва. Вместе с другими военнослужащими инженерного соединения из воинской части Алкина-2 он помогает предотвратить заторы на реках в период весеннего половодья. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Регносцировка местности. Мы ищем подходящее место для подрыва. Делаем лунки, дальше прокладываем электровзрывную сеть, подсоединяем электродетонаторы, подсоединяем заряды, обустраиваем подрывную станцию. На берегах реки Сюнь расположено сразу 3 населенных пункта – Кипчаково, Илишево и Ябалаково. В период весеннего половодья они попадают в зону риска, а взрывные работы снижают вероятность подтопления до минимума. Взрывные работы – лишь часть подготовки к весеннему половодью. Ранее в районе уже провели чернение и распиловку льда, а также обход жителей и смотр техники. Район готов встретить весеннее половодье в самых худших сценариях. То есть, если будет подтопление, мы уже эвакуируем людей, будем действовать по плану. Развернут у нас в районе свой штаб. Но я думаю, что все получится и без аварийных таких спасательных работ. Подготовка, установка оборудования и сам взрыв занимают более часа. В день у одной бригады может быть до 3 таких выездов. Работы спешат завершить до начала ледохода. По данным Башгидромедцентра, активное таяние снега на малых степных и горных реках ожидается уже 27 марта. Полина Затолокина, Шамиль Каримов. Новости. Илишевский район.